Это у нас мечеть Селеница реставрируется после его полного разбора. По камням вот эти вот номера, которые мы тут видим, пронумеровали, чтобы собрать в таком же порядке. Старинная мечеть сохранилась. Вот сейчас такое общее обновление идет. Крышу поменяли. Здесь была вода. Вот сегодня пришли наши братья из Камуха делать последние работы по выносу земли. Вот сама мечеть нормальная, большая. Здесь было место омовения, хаус, вода накапливалась, потом уходила. Вот наш Мухаммад, имам Лакского района, машаллах, работает. Вот у нас сегодня план, иншаллах, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот этот весь угол вынести, иншаллах, этой земли. Так что вот само селение тоже в мечети видно. Вот она наверху. Там еще дальше дома. О, там тоже видно остатки домов. С этой стороны тоже люди жили. Это батут. Амину. Ага. Благом течери Христа. Забудулли. Забыл. Вот так, альхамдулилля, мы закончили это все. Как говорится, глаза боялись, но руки все сделали. Альхамдулилля, 5 человек. Вот. Мы видим, мечеть здесь очень много работы сделано, много расходов сделано. И за этим всем, конечно, бывает человек. И этот человек тоже сегодня сюда приехал. Дада Абу Яксин, иншаллах. Что вы скажете, Дада Абу? Вы большую работу сделали. Машаллах, дай Аллах, что принял, что вознаградил вас за то, что вы здесь сделали, возродили эту мечеть. Ваше пожелание вашему джамату, всем лакцам, всем мусульманам. Пожелание, чтобы все селах восстановили такие мечети. И чтобы это было началом того, чтобы все это делалось. Иншаллах. Все это сделалось, потом и дорога, сюда построить дорогу. Дай Аллах помощь, иншаллах, иншаллах. Иншаллах. Так, вот пришло время обеденного намаза тоже. Иншаллах, сейчас Муадзин тоже азан будет читать. Я думаю, за столько лет. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Это вещь, которую я сам на себе испытал тоже. Вот сейчас много больных у нас было, коронавирус и так далее, ослабевшие, да? Ну, у Сайфулла Алейкум есть книга, медицинская книга. Это медицинская книга, он пишет на арабском языке, на русском языке, ну, термины, на русском и на латинском языке пишет термины лекарств. Вот медицинские современные, которые термин
название такого-то лекарства. И на лакском языке тоже пишет, не столько как для лаксов, чтобы было, а просто то, что на лакском написал, пояснить лаксу другим тоже легко получается. Как раз такой момент есть, как раз я почитаю и переведу, иншаллах. Дословно как раз как то, что там было на лакском. Вот как раз тем, кто болел сильно и вылечился, ну, слабость тела есть. Ну, не до конца, да? Да. Ну и до конца хоть вылечился, слабость, чтобы ушла, вот такой конкретный рецепт, можно сказать. Вот, чурх заифну, куват кабукля бухурча. Если, говорят, тело слабое, говорят, силы ушли. Марцанна ларсуну, щингу дуртуну, шарашчидан стар кинну. Взять чистое топленое масло, разбавить с водой и скипятить. Да, Сколько минут? Вот. Сейчас, сколько минут? Минут здесь нету. Ялаш чин лити дансар. Шараши дансар это кинну. Сколько минут это кинну, короче, сильно. Ну, сильно скипятить, да. Сильно скипятить. Я его кипятил долго там. Она бурлит. Ялаш чин лити дансар. Потом, говорит, воду уберет. Когда она остывает, масло наверху остается, воду слить легко. Так, одна масса получилась даже, один ингредиент есть уже. Так, мура куцуй точно так же, говорит, нейрал ниц уж чинаштал шараши дансар, чин духанца. Точно так же, говорит, возьмете, говорит, пчелиный мед, тоже скипятишь в воде, не так банку воду поставил, налив воду и кипятишь, пока вода не испарится уже. Пока вода не испарится. Я это делал, это нужно очень осторожно делать, на медленном огне. Если чуть прозеваешь, там в конце пениться начинает и может вылиться. Аккуратно, вот так пока. И что вода ушла тоже, только мед остался, там видно бывает, пар меньше становится. Ялами нахгунит гухилну халадурну, кюрхилгу, куннилгу, гиле, наклеву, цацакусад халадулле, хачданса. Потом, говорит, это все сильно смешаешь, вот этот мед и вот это масло, сильно смешаешь, я тоже смешивал. Тут тоже 1 к 1 лучше взять. 1 литр масла, 1 литр меда. 2 литра масла или 2 литра меда. Вот так, короче, 1 к 1. Размешиваешь сильно, такая хорошая, тоже, между прочим, очень вкусная масса получается. И утром и вечером с молоком, с теплым молоком, 1 ложку смешал, пьешь, короче говоря. Теперь смотри, кто так будет делать, что он говорит. Кинну куват губукуну тазаккантиса. Вот, а ну быстро шамим, по-русски. Иншаллах. Кинну куват губукуну тазаккантиса. Сила тоже прилив силы будет и бодрость будет в теле. Появится прилив сил и бодрость. Бодрость, вот. После курса, короче. Да. А это ложка чайной столовой. А курс сколько не написано, да? Нет, вот я по себе вам говорю, я курс сколько, вот это литр делал меда, литр этого, она получилась потом масса 2 литра. Да. И по 1 ложке каждый день утром и вечером с молоком, это почти 2-3 недели хватает, короче. И хунна куса. Нурцуну не так там, нурцуну и штяхну, короче. Смешиваешь молоко тоже, чтобы натуральное было, нет, это пачковое, которое. Один раз пачковый сделал, такой противный вкус был, она химия, оказывается, это пальмовое масло получается. Мы видим чуть как бы внизу от села, а так мы знаем, что село Ицаукра это родина великого шейха Сайфулла Хади, вот здесь его дом тоже есть. Вот, то, что осталось от дома, опять же наш дядя Абу Япсин отремонтировал его. Вот, и вот он там, мы сейчас туда тоже подойдем и оттуда снимем поближе. Вот вид села, и как бы на самом таком центральном месте находился дом Сайфулла Хади, их предков. Это маленький домик, он построен из камней, остатка ихнего дома. Так, вот это вот развалины, все. Это дом, остатки дома Сайфулла Хади. Не совсем. Вот здесь находился у них, ну, наверное, 2-этажный большой дом был. Всего, конечно, много развалин, но какое-то количество людей тоже здесь живет. Вот. Ну, здесь, конечно, пока ничего нету.
А в дальнейшем, конечно же, иншаллах, как музей, с какими-нибудь, иншаллах, его реликвиями, книгами, рассказывающими о нем историю, такие как бы, планы есть. Вот отсюда видна и мечеть тоже.